Я родился в селе Синск Ангаласского улуса, пятым ребенком. У нас в семье 5. У меня 4 старшие сестры, и я последний самый сын, как бы самый маленький сын. Моего отца звали Филиппов Анатолий Егорович. Он охотой занимался профессионально, был кадровым охотником. А мама работала в пекарне. Обычная семья. Детство у меня в деревне все прошло. Я как бы учился в деревне у себя там. И детство весело как бы прошло. Постоянно какие-то ездили на рыбалку, на охоту, на природе всегда были. Поэтому все время в движении было. Детство мое проходило. Я учился в Синской средней общеобразовательной школе. За годы учебы я 2 раза менял. Школу я учился еще в спортивной школе, специальной спортивной школе, интернате учился в селе Немыгынцы. По вольной борьбе я занимался там учился. А так я закончил школу у себя на родине, Синской средней общеобразовательной школе. И из школьных лет много чего можно выделить, в принципе. Я помню, активным ребенком был. И не только в спорте, но и в жизни вообще. В школу очень много участвовал. Во время школьных лет я занимался спортом. Не так профессионально, но занимался, разными видами спорта, начиная от бокса, борьбы, волейбола и так далее. В школе я, в принципе, учился хорошо. Я мечтал стать летчиком. И потом, когда уже приехал поступить, почему-то мне захотелось стать спортсменом, чего-то добиться вообще в жизни. Решил пойти по этой линии, по спортивной. И поступил в Северо-Восточный федеральный университет на Институт физической культуры и спорта. И учился там 7 лет. Закончил уже учебу. Не считая школьных лет, с 2007 года я уже начал заниматься профессионально легкой атлетикой. Постоянно был на сборах, постоянно на соревнованиях. И много чего вообще в жизни увидел. Я очень благодарен тому, что я выбрал вообще спорт. Может быть, я совсем другим человеком стал, если бы не выбрал спорт. С 2007 года на чемпионатах России, на международных стартах выступал. Там призовые места занимал, выигрывал. А потом так получилось, что на игры Дугина участвовал. Я до этого тоже в многоборьях участвовал, у меня получалось. И почему бы и нет, попробовать себя на играх Дугина. Первый год 4-е место я занял в 2015 году. И потом уже на следующий год, в 2016 году выиграл. И во второй раз в 2017 году дубль сделал. 2 выиграл. Игры Дугина, это престижное очень соревнование у нас в республике. И очень серьезно сейчас подходят спортсмены к этому соревнованию, круглогодично к нему готовятся. Профессионализм стал намного выше. Первый мой тренер увидел во мне мой характер, и стремление, и физические какие-то данные. Он увидел и мотивировал меня на то, чтобы ты можешь это сделать, ты способен на это. И сам все равно я хотел этого. Но самое главное, это же хотеть что-то сделать. Если ты не хочешь этого, то у тебя и не получится. Нужно 100% этого хотеть. Ничего невозможного нету. Всего можно достичь, просто зависит от того, как ты это хочешь, как ты сильно этого хочешь. И что ты делаешь ради этого, для своей цели. Свободное время, если оно есть, вообще я стараюсь провести на природе, отдохнуть, чтобы восстановиться от спортивной этой всей суеты, от тренировок и так далее. Хобби охота, люблю очень охотиться. А такого особого хобби нет. Счастье вообще трудно, наверное, для меня добиться счастья полного. Я ставлю какие-то задачи перед собой на ближайшее время и на будущее время. Если я выполняю эти задачи, свои мечты, то я становлюсь немножко счастливее. Во-первых, спорт формирует характер, закаляет характер. Во-вторых, спорт дисциплинирует. И в-третьих, здоровый образ жизни, то, что он способствует здоровому образу жизни, формированию как в здоровом теле здоровый дух. И заставляет тебя не к вредным привычкам плохо относиться. Все равно хочешь, не хочешь ты спорт, и вредные привычки несовместимы. Спорт — это вообще как искусство. Если ты в душу в него не влаживаешь, то вряд ли у тебя что-то получится. Нужно вообще полностью, с полной отдачей, на 200% вообще работать, чтобы у тебя что-то получилось. Только тогда вообще забыть все и об этом только думать, тогда только все получается.